Здравствуйте, добрый день. Я предлагаю начинать, да? Правильно? Лучше, если мы закончим чуть раньше, чем если позже начнем. Ну, кто-то еще будет подтягиваться, мы тогда не будем на это обращать внимание, места еще достаточно. Коллеги, друзья, мы с вами сегодня собрались, чтобы поговорить на очень интересную, очень широкую тему. Мы попытались соединить очень большие плоскости. Это фандрайзинг и цифровизация для НКО, для некоммерческих организаций, для некоммерческого сектора в целом. Модерировать секцию буду я. Меня зовут Екатерина Фрыгина. Я член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Вологодской области и директор благотворительного фонда «Дорога к дому», который работает в Вологодской области и еще в некоторых регионах присутствия бизнеса компании «Северсталь», поскольку фонд мы корпоративный. Сегодня со мной здесь Матвей Андреевич Масальцев, мой коллега по комиссии Общественной палаты Российской Федерации. Ну и по основному месту работы сам скажет, как правильно называется его должность. И Клюкина Любовь Николаевна, наверное, вы все ее знаете, руководитель, директор, да, благотворительного фонда «Харысхал». В фонде мы были 2 дня назад, очень понравилось, много эмоций. Коллеги нам организовали очень теплую встречу, рассказали, чем занимаются, показали подопечных, то есть показали всю работу с подопечными тоже. Мы сделали тарелочку из глины, и, в общем, все было очень душевно. И очень хочется показать вам этот опыт и тем, наверное, кто слушает и смотрит нас в трансляции, показать этот опыт. И в своем рассказе, Любовь Николаевна, прошу вас особенно остановиться на именно фандрайзинговом опыте и на вопросах использования каких цифровых сервисов вы, соответственно, в работе используете, какие цифровые сервисы. В самом начале хотелось бы, проходите, пожалуйста. Да, хотелось бы обратиться к участникам из зала и спросить, каковы ваши интересы, каковы ожидания от этой секции? Зачем конкретно вы сюда пришли? Что бы хотелось услышать, поскольку темы широкие, нам важно понимать, на чем, может быть, чуть больше стоит остановиться, что, может быть, следует раскрыть в каких-то подробностях, может быть, какие-то сервисы цифровизации. Может быть, кто-то считает, что цифровизация некоммерческому сектору не нужна вообще. Приглашаем к дискуссии. Скажите, пожалуйста, да, сейчас. Да, я просто хочу задать 2 вопроса, а потом... Хорошо? Да, а потом мы всех с удовольствием послушаем, всех, кто захочет. Кто-нибудь будет нам помогать с микрофоном в зале, да? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, кто здесь сейчас находится, кто представляет некоммерческую организацию, является прям сотрудником, руководством? Много, большинство. Спасибо. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас успешный опыт получения грантовых средств? Фонд президентских грантов и вообще президентские гранты 2 разных фондов. Отлично. Опыт фандрайзинговой деятельности, привлечения средств без использования грантов. В большинстве. Да, в большинстве своем опыт есть. И интересно, конечно, нам тоже послушать и ваш опыт, и, я думаю, коллегам тоже будет полезно узнать о тех инструментах, которые, в общем, вы в своей работе используете. Поэтому, если вы готовы выступить, рассказать о каком-то кейсе, о каком-то случае, о каком-то успешном опыте именно вашей некоммерческой организации, то надо нам об этом сообщить, и, соответственно, мы вам дадим слово. Хорошо? Вы хотели что-то спросить или уже рассказать? Давай. Можно? Это муниципальных программ, которые поддерживают социальные некоммерческие организации, и грантовая поддержка. Но сам фандрайзинг
очень интересен, потому что средства нужны, средства необходимы. Мы, конечно же, сформировали QR-код, но вот прям плаваем на самом низу. То есть очень хотелось бы услышать механизмы, как, кому, каким образом, и, конечно же, послушать опыт более опытных коллег. Спасибо большое. Сейчас, кто еще готов сказать про свои ожидания, поднимите руку, чтобы микрофон к вам пришел. Скажите, пожалуйста, вот к этому запросу кто-то еще присоединится? Для кого-то это тоже актуально? Фандрайзинг в целом, механизмы фандрайзинга? Да. Хорошо, спасибо. Кто-нибудь еще выскажется о тех вопросах, которые хотелось бы рассмотреть сегодня здесь? Ну, аппетит, да, приходит во время еды. Да, можно. Может быть, остановиться на таком аспекте, что сейчас мы живем в современных условиях, санкции и так далее, и с этого момента, раньше, наверное, было очень популярно и активно привлекать средства из-за рубежа, в том числе, да, какие-то, на гуманитарные проекты, а сейчас практически только речь идет о том, чтобы привлекать средства благотворителей, скажем так, уже внутри России, да, то есть, в принципе, наша деятельность уже только на этом может быть. Я так понимаю, да? Замкнуто, скажем так, да? Потому что иностранные источники для нас уже сейчас закрыты. Да. Так? Есть такой момент, да? Да, есть такой момент. Вот. И, не знаю, на практике сейчас, если есть какой-то успешный опыт уже работы в последние 1,5 года, все-таки это значительно сузило, да, вот источники привлечения в работе фандрейзинга или нет? Может быть, на опыте каких-то успешных практик. То есть об источниках все. Да, это просто как бы для общего развития. То есть мы все-таки должны уже быть заточены на работу с российскими только грантодателями или людьми, благодарителями, скажем так. Спасибо. Спасибо. Еще кто-нибудь? Присоединяетесь к этому запросу? Да? Да? Актуально? Спасибо. Тогда я предлагаю пойти таким путем. Сначала мы предоставим слово Любови Николаевне. Она расскажет про свой опыт. На ее примере мы сможем задать вопросы и так далее, и рассмотреть уже ваш опыт с точки зрения как раз источников фандрайзинга, да, и тех механизмов, которые используются там. И в дальнейшем тогда эту тему, эту ветку обсуждения мы продолжим в разрезе в начале ваших ожиданий, а потом куда, скажем так, дискуссия нас заведет. Хорошо? Любовь Николаевна, командуйте, пожалуйста. Там Александр ждет от Машки презентацию или фильм. Отмашка фильма сначала. Давайте посмотрим небольшой наш ролик презентационный, который, возможно, вы уже видели ранее на других мероприятиях, но повторимся все же. Пожалуйста. Можно показывать. Благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха-Якутия «Харысхал Милосердие» начал свою работу в 2011 году. За эти годы фонд инициировал десятки авторских проектов и программ, направленных на улучшение жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Якутии. Все проекты приносят реальную помощь детям и их семьям, решают проблемы социализации и развития инклюзивного общества на системном уровне. Фонд динамично развивается и уверенно идет вперед. Харысхал стал ресурсным центром для общественных организаций людей с инвалидностью и клубов родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Благодаря целевой субсидии, выделяемой правительством Республики Саха-Якутия, все наши услуги предоставляются на безвозмездной основе. Организация деятельности консультационного центра по оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья является одним из главных и приоритетных направлений фонда Харысхал. Именно с этого начинается работа с родителями и членами семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью. Все юридические, психологические и информационные консультации специалистов процесс сопровождения семей проходят в рамках информационно-консультационного блока Инкоцентра. Достаточно заполнить анкету для базы данных фонда.
С каждым годом увеличивается количество проведенных тематических семинаров и тренингов, а с ними и количество родителей, которые приобрели уверенность в завтрашнем дне, нашли пути решения своих проблем, приобрели новые знания и умения, раскрыли в себе новые грани развития. Работа всех специалистов фонда «Харысхал» также ведется по районам Якутии в рамках проекта «Благотворительный десант. Мир глазами моего ребенка». На базе фонда работает ресурсный центр развития и роста «Харысхал Плюс», цель которого – формирование единого партнерского пространства для внедрения инновационных технологий по социализации и реабилитации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья на всей территории Якутии. Создание условий для полного образования детей с особыми образовательными потребностями, то есть введение инклюзивного образования, выделен в один из приоритетов социальной политики государства. «Харысхал» принимает активное участие для продвижения инклюзии не только в образовании, но и в обществе в целом. В рамках данного направления фонда проводятся различные мероприятия, реализуются актуальные проекты, которые способствуют привлечению внимания общественности и формированию позитивного отношения к проблемам образования детей с инвалидностью. На базе фонда реализуются различные инклюзивные проекты для детей всех возрастов. Ежемесячно специалисты «Харысхала» проводят работу по психолого-педагогической диагностике детей в возрасте до 5 лет и занимаются с детьми по методике Монтессори. Занятия нацелены на профилактику инвалидности у детей младенческого и раннего возраста. Адаптивные виды спорта и туризм решают задачи максимального отвлечения от своих болезней и проблем в процессе рекреационной деятельности, которая предусматривает общение, активный отдых и другие формы нормальной человеческой жизни, на что направлены эффективные практики фонда на социальную адаптацию детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа фонда «Харысхал» оценивается не только реализацией социально значимых проектов, но и проведением благотворительных мероприятий. Реализуются социально-культурные мероприятия для семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проведение профориентационных мероприятий. Мы благодарим всех, кто верит в наше благое дело и поддерживает наши начинания. Вместе мы преодолеваем все трудности, и из года в год ситуация семей, воспитывающих детей с инвалидностью в Якутии, меняется в лучшую сторону. Благотворительный фонд «Харысхал» дарит счастье, радость, вдохновляя каждого стать творцом своей жизни. Я благодарю. Последние слова. Это была миссия нашего фонда. Да, здесь действительно можно поаплодировать. Теперь можно включить презентацию фонда. Я ее также направляла. И мы посмотрим о том, на какие же средства происходит вся описанная в этом ролике работа. Мы говорим о том, что в ролике было сказано, что мы получаем субсидию правительства республики, и это на самом деле на 60% это наш основной источник финансирования. При этом важно сказать, что субсидия идет на реализацию наших услуг, то есть мы являемся поставщиками услуг, и таким образом родители услуги получают безоплатно, да, ну, а наши специалисты получают оплату. При этом важно, что услуги специалистов стоят гораздо дешевле, чем по средней такой даже стоимости на рынке. Да? То есть это прям на самом деле их такая благотворительная деятельность наших специалистов в том числе. Больше о нашем фонде вы можете узнать, перейдя по этому QR-коду. Сегодня будет много QR-кодов, вы понимаете, потому что мы говорим на тему цифровизации. Для того, чтобы перейти по QR-коду, нужно навести камеру телефона на вот это изображение. На нашем сайте за последний год мы сайт очень изменили, постарались его структурировать. Вы найдете те разделы, которые вас могут заинтересовать, в том числе разделы «Помощь проектам», где очень детально прописано, как мы организовывали те или иные сборы, потому что сегодня, конечно, обо всем я рассказать просто не успею. Обещала своим коллегам раскрыть сегодня максимально цифры наших внебюджетных
понимании, внебюджетное – это вне субсидии. То есть у нас есть субсидия, она составляет порядка 15 миллионов рублей, а это внебюджетные поступления помимо субсидии. В 2022 году у нас был такой настоящий максимум для нашего фонда, мы заработали более 10 миллионов рублей. При этом сразу же важно сказать, что ни рубля из этих средств не пошло на содержание фонда или на оплату труда мою или моих коллег. Эти средства все пошли на реализацию проектов и на оказание материальной помощи нашим семьям. В первом полугодии вот такую сумму вы видите, 3 миллиона 827 тысяч, из них 1 миллион рублей – это грант фонда президентских грантов, который мы сейчас реализуем, соответственно. Ну и в 2021 году все эти средства – это без грантовых средств, а 2022 год, я вот хочу вам его показать более широко. Здесь вы видите, да, мы получили очень большой по нашим меркам грант от фонда Потанина, это больше 4 миллионов рублей. Реализуем мы в рамках этого гранта мастерские. Харысхал закупили оборудование, работают специалисты, и в том числе в этот грант мы положили оплату труда маркетолога, фандрайзера. То есть он сейчас вот у нас получает денежку из этого источника. Да? Как будет в будущем, у нас грант заканчивается в ноябре, мы вот сейчас, это то, над чем я сейчас работаю ночами как раз. Да. Благотворительные пожертвования от юридических лиц на реализацию проектов, это вот оранжевый сектор, почти 3 миллиона рублей, желтый сектор, это грант Потанина. Синий сектор, вы видите, это пожертвования от юридических лиц на адресную материальную помощь. У фонда сейчас подопечных более 3800 по всей республике. При этом ежемесячно к нам поступают заявления на оказание адресной материальной помощи. Они очень разные. Но обычно это, знаете, в риторике мы выезжаем на реабилитацию в Нерюнгри, там нужно снимать квартиру и так далее, так далее. Помогите, пожалуйста, средствами, сколько вы можете. В среднем поддержка наша составляет от 10 до 20 тысяч для таких семей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Конечно, свой статус ТЖС эти семьи защищают, показывают нам, почему семья оказалась в той или иной ситуации. Серая зона – это пожертвования от физических лиц на оказание материальной помощи семьям и на реабилитацию. Это более 1 миллиона рублей. Но на самом деле мы считаем, что за прошлый год, это наша такая победа от физических лиц, собрать более 1 миллиона, это очень хорошо. И наша точка роста, это то, чем я лично очень недовольна, это всего 2% от всех поступлений, это предпринимательская наша деятельность, это то, в чем мы хотим больше расти. Но с учетом того, что мы открыли наши мастерские только в октябре прошлого года, и они вот нам показали, да, результат предпринимательский только за несколько месяцев, плюс типография в определенный период у нас простаивала. Вы понимаете, что на 80% наши сотрудники – это родители особенных ребятишек, поэтому не всегда они могут работать в полную силу. И поэтому вот в прошлом году как-то мы зарабатывали совсем немного. Это то, над чем мы сейчас трудимся, работаем. И тут нам еще такой большой минус в том плане, что у нас есть образовательная лицензия, но по ней в прошлом году мы заработали только 52 тысячи рублей. Прям немного, то есть лицензия себя не окупает, грубо говоря. Это вот что касается наших средств. Все отчетные данные о работе фонда вы можете открыто посмотреть на нашем сайте с пояснительными записками. Там вплоть до того, какие предприятия нам оказывали поддержку. Все думают всегда, что у фонда Харысхал крупные попечители, что нам вот эти вот средства просто перечисляют по умолчанию, там в начале года, например. На самом деле это совсем не так. Мы образованы 17 коммерческими организациями, очень разными, крупными и мелкими. 12 из них сейчас работает, но при этом они не обязаны нам оказывать поддержку, и мы ежегодно заявляем наши проекты для того, чтобы эти компании нас поддержали. Здесь я хочу отметить самого крупного нашего благотворителя, который не является нашим попечителем, это фонд «Детский мир».
Вот фонд «Детский мир» вне денежном выражении помогает нам больше всего. Это в год примерно порядка 800 тысяч рублей. Это игрушки, это канцелярия. И это то, что мы раздаем нашим сообществам Харысхал Плюс, это то, что мы отправляем в районы и максимально используем на мероприятиях. То есть вот это мы не закупаем на протяжении уже 1,5 лет как. Здесь вы видите наши фандрайзинговые акции. Это, возможно, будет определенный ответ, как и через что мы собираем средства. С прошлого года, середины года, все наши проекты мы подгружаем в специальный раздел «Помощь проектам» и предлагаем нашим попечителям, тем компаниям, организациям, которые хотят нам помогать, заходить именно в этот раздел. И через акции мы заработали те суммы, которые вы видите. Да? Самая простая фандрайзинговая акция «Добро в руках». В прошлом году у нас прям такой рекорд был, больше 500 тысяч рублей мы смогли на ней собрать. Кто-нибудь участвовал в этой акции «Добро в руках» в прошлом году? Нет? Слышали вообще? Слышали, да? Эта акция очень супер простая. Она заключается в том, что класс, это всероссийская акция, называется «Дети вместо цветов», но мы ее назвали более по-доброму, что ли, «Добро». Класс отказывается от приобретения многого количества букетов для своего учителя, приобретает один красивый, а остальные средства по возможности каждая семья перечисляет. Мы просто сделали удобную механику, и потом прям полный список всех классов, 300 классов у нас в прошлом году принимали участие, мы его публикуем на сайте с благодарностями. Каждый класс получает на имя классного руководителя благодарность, что дети у этого классного руководителя молодцы, умницы, и вместе с родителями сделали вот такое хорошее дело. Средства с этой акции у нас уходят на оказание помощи, на выезд, на реабилитацию в другие регионы. Отчет полностью есть, конечно же, на сайте. «Бежим вместе» — супер простая фандрайзинговая акция. По всей России также проводится. Ребятишки бегают вокруг своих детских садиков, вокруг своих школ. Вот. Это дети нормотипичны, то есть мы вовлекаем в сборы в целом общество. Да? При этом мы обеспечиваем каждый класс, каждую группу благодарственными письмами, специальными наклейками. При этом наклейки мы изготавливаем на спонсорские средства, на это мы не тратим деньги. И таким образом вот у нас сборы тоже неплохие, но в этом году мы собрали больше 240 тысяч уже. Да? Новогодняя сказка, 3100 детей у нас получают подарки. На эти подарки ежегодно мы деньги собираем. В прошлом году подарки были национального типажа. И мы прям показывали, да, что это сделано в издательстве «Аяр», это сделано в Якутии. Подарки разные по возрастам, какие дети их получат. И когда наши благотворители видят вот эту открытую информацию, кто получит, как получит, под каждую акцию у нас разрабатывается отдельный контент-план. Да, то есть это не просто мы вначале сказали, мы собираем, и в конце сказали, мы собрали, всем спасибо. Да? Это прям, извините за мой французский, такая долбежка в социальных сетях и во всех партнерах, во всех СМИ, которые нам помогают собирать, да, деньги. Вот. При этом на эту акцию мы собираем только на приобретение, транспортные расходы и так далее у нас за счет районов, да, районы сами забирают. Ну и 615 тысяч акция «Я дома». Вот эта акция интересная, я хотела бы на ней акцентироваться. Здесь мы собирали для 22 ребятишек с ДЦП. Причем, такой тяжелый 3-й, 4-й степени ДЦП. Но при этом этот сбор шел супер тяжело, просто очень туго. Хотя вы все знаете, что обычно, когда публикуется фотография ребеночка, да, у которого есть определенные заболевания, инвалидность, и сразу же все родственники радостно, да, отправляют средства. Да. Здесь получилось совсем иначе, получился такой блок.
родственники сказали, а почему мы должны, вот у нас там есть наш, например, Ванечка условный, да, а на остальных 20 детей почему мы должны что-то отправлять? У нас, то есть мы думали с авторами этого проекта, да, мы думали, что это будет супер просто, что вот у нас есть целый список, есть много фотографий, и все получится очень быстро. Но мы закрывали очень-очень долго этот проект, хотя он был прямо очень персонифицированный, да. У нас есть еще в Якутии, я не знаю, как в других регионах, такая история, что привыкли в нашем обществе собирать наличные карточки. Наличные карточки родителей, ну и есть определенное доверие. Вот если собирает мама и публикует, сколько она собрала, то мы доверяем. А если собирает какой-то НКО, то а вдруг они себе куда-то что-то, да? Ну вот есть такое у наших людей, к сожалению, пока что на подкорке, и поэтому мы говорим, что мы формируем систему умной благотворительности, потому что мы максимально прозрачно, открыто это показываем и формируем вот такие вот прямо стопки отчетности, куда пошло, что мы делаем. При оказании помощи на реабилитационное лечение мы берем счета тех организаций, которые будут оказывать эти услуги, и оплачиваем туда. То есть мы не перечисляем деньги родителям. Это ключевой момент. Деньги родителя у нас получают только на материальную помощь. Какие инструменты сбора мы используем? Какая механика? Да? Робокасса, она у нас давно была подключена. Если вы будете заходить на сайт в раздел благотворителям, то там вы это увидите. Порядка 2% сама система удерживает из сумм сбора. Подключение довольно простое. Робокасса действует, это вот когда вы заходите и вбиваете данные карточки. Робокасса у нас действует также на услуги образовательные. Это QR-код. Ну вот через QR-код максимально, прям поэтому большая картинка здесь представлена. Два у нас QR, Алмаз-Эргенбанка, Сбербанка, мы их разделяем между собой. И это не отдельно, что вот у нас есть QR, нам на него, пожалуйста, отправляйте. Только что-то целевое. Мы проводим акцию, к этой акции подкреплен этот QR, поддержите эту акцию. Мы собираем на конкретного ребенка этот QR, поддержите семью этого ребенка, поддержите маму этого ребенка. Таким образом. Вот. Почта России, это очень удивительно, но получился неплохой механизм через Почту России. Они также удерживают больше 2,5%. Мы с ними заключили договор, и на каждой кассе, в каждом отделении Почты России сейчас лежат уже такие потрепанные бумажки, где есть информация о каждом из фондов. Мы там не одни, там их несколько. И каждый оператор предлагает, хотите фонду помочь, хотите фонду помочь. Вот. И через это мы собрали уже порядка 64 тысяч рублей. Но фактически фонд здесь дал информацию Почте России и заключили с ними договор. Все. И средства идут. Коробочки самые маленькие. Здесь картинка, потому что через коробочки мы сейчас собираем только у нашего учредителя, у Алмаз-Эргенбанка. Наши коробочки стоят. Больше наши коробочки вы не встретите нигде. И на самом деле это наименьший источник сбора средств. Порядка 46 тысяч за прошлый год мы получили через коробочки, и мы перестали сейчас вообще их использовать на мероприятиях. И я хотела бы с вами поделиться удобной историей. Это фонд «Нужна помощь» и их фандрайзинговый портал «Пользуясь случаем». Здесь можно собирать на мероприятия. То есть вот я проводила свой день рождения, я предлагала на мой день рождения моим друзьям, моим коллегам, чтобы они мне отправили денежку. Вы хотите меня поздравить за то, что я тут вам лекции бесплатно даю, там, помогаю и так далее, так далее? Пожалуйста, давайте поздравляйте через «Пользуясь случаем». Там можно открыть мероприятие, но средства идут только на счета верифицированных организаций. Поэтому шаг 1 – верификация на фонде «Нужна помощь». Там
определенная этапность есть, но ее лучше пройти для того, чтобы потом вы становились получателями, в том числе грантовых средств фонда Потанина. Без фонда нужна помощь, или Mail.ru, или Яндекс, это просто невозможно. Вот. Поэтому советую, и это удобная история. И мы сейчас предлагаем нашим партнерам, у кого нет НКО, пользоваться вот этой историей, собирать на счет фонда, и при этом мы им передаем эти деньги. Например, детская библиотека национальной нашей библиотеки, у них классный проект есть «Книжное приданное». Они искали источник, через что собирать. Вот. Я вхожу в поп-совет этой библиотеки, предложила, давайте через нас. Мы закрыли этот сбор, ну там 15 тысяч было, не так много, но за неделю. Очень быстро. Вот. Но я так думаю, что они там просто всех своих максимально подключили. Подключение вот этих всех историй, вот пользуясь случаем Почты России, QR-код, если честно, я занималась сама лично. То есть никто из моих коллег в это не внедрялся, то есть я это делала сама, и далее уже на этапе заключения, понимания, как это работает, передавала своим коллегам. Ну, у нас есть бухгалтер, она у нас единственная, без нее, конечно, это невозможно. Поэтому если вы хотите открывать нормальную механику фандрайзинга, хороший бухгалтер просто необходим, конечно же. Вот. Вот если вы перейдете по этому QR-коду, вы зайдете в раздел благотворителя, там у нас есть возможность подписки, у нас есть постоянные наши подписчики, которые ежемесячно, у них с карты снимается 150, 200, 300 рублей, ну, чашка кофе, грубо говоря, да, вот. Я не скажу, что здесь мы получаем слишком много. В прошлом году это порядка 23 тысяч, если мне память не изменяет. Это совсем немного, но вот эту историю мы стараемся развивать. Также здесь все реквизиты для коммерческих организаций, которые хотят заключать с нами договор и сотрудничать, и быть постоянными жертвователями. Вот. Наши соцсети, я думаю, что многие из вас уже подписаны. Подписывайтесь, пожалуйста. Мы стараемся вести их максимально интересно, понятно. Если что-то не так, скажите мне, пожалуйста. Так, я уже, мне кажется, позатянула время. Буду заканчивать. Вы знаете, что я здесь для тех, кто с Якутска. Я всегда готова помочь в онлайне. Приходите к нам в фонд Харасхал. Мы являемся ресурсным центром для других некоммерческих организаций, и поэтому можем помогать вам развиваться. Спасибо большое. Я надеюсь, я хотя бы на что-то ответила. Спасибо. Спасибо, Любовь Николаевна. Спасибо за работу, за ваше служение и за такую яркую, емкую презентацию. За фильм тоже. Кто знает Любовь Николаевну? Кто с ней работает? Ну, у вас очень много партнеров и друзей, и последователей. Это правда самый крупный, самый большой, самый надежный фонд в Якутске, да? Не считая фонда будущих поколений, да? Да. Да. Ну что, давайте обсуждать. Какие инструменты фандрайзинга вы здесь увидели? О, понравилось, да, Почта России? 0 вложений. Самый лучший фандрайзинговый инструмент, когда нет вложений. Эффективный такой называется. Пионерка, поэтому мы вот гордимся, что мы это вообще как солнце. Это молодец, надо вот развивать и поддерживать ее. Вот хочу, чтобы богатые люди тоже посмотрели в эту сторону, в ее сторону, в нашу сторону. И все равно просто помощь тоже нужна, но все равно сейчас другое время, что все опирается на деньги, как бы, да. Просто прийти помочь одноразово это очень мало, но надо ей помочь. Она вообще молодец, отличный работник. Спасибо большое, очень приятно, я думаю, Любовь Николаевна, нам всем приятно, да, слушать такие отзывы. Матвей, может быть, мы обратимся к вам, как вы на это смотрите? Из того, что сказала Любовь Николаевна, какие инструменты увидели вы, какие из них вам кажутся современными и действенными, какие, может быть, уже таковыми не являются? Ну, может... Добрый день. Меня зовут Матвей Масальцев, все должности.
то сейчас я заместитель председателя Совета в Ассоциации волонтерских центров, директор по продукту платформы Добро.рф, член Общественной палаты, как коллега уже сказала. И чтобы было понимание, по каким вопросам ко мне можно обращаться, когда у нас придет время к вопросам, то у меня очень богатый бэкграунд и консалтинга, и собственными руками я создавал разные цифровые продукты для фандрайзинга, в том числе для крупных организаций, в том числе у меня там в портфеле моем и сайты, и другие инструменты диджитальные для фондов из топ-50, да, фандрайзинговых крупных фондов российских. И поэтому я хорошо знаю, как всю эту историю цифровизовать. Но, конечно же, я понимаю и в целом про фандрайзинг немножко, но должен сразу признаться, что там именно этой частью не занимался, поэтому здесь я скорее такой теоретик, да, вот про цифровизацию, про цифровые инструменты, про воронки, про диджитал, которые упрощают нам жизнь и увеличивают сборы. Я практик, про фандрайзинг теоретик, потому что иначе бы я не смог делать и продукты тоже, поэтому тоже хорошо понимаю, что я увидел в этом рассказе. В этом рассказе я увидел самые важные и главные принципы вообще, да, фандрайзинга, да, его основы. Что должно быть у организации, у проекта для того, чтобы начать привлекать средства и быть устойчивым. Да? Ну, первое ключевое слово «устойчивость», которая обретается в том числе благодаря тому, что источники доходов, они диверсифицированы. Да? То есть никогда не стоит ориентироваться на какой-то один источник. Всегда получается что-то лучше, кто-то хорошо получает субсидии, кто-то хорошо работает с крупными корпоративными донорами, особенно если они их учредили. Хотя даже действительно, если вас какая-то компания учредила и поддерживает, это не значит, что можно расслабиться, потому что всегда нужно давать какой-то результат для вашего учредителя, чтобы получать средства. Кто-то хорошо работает с грантами, и у нас все научились писать гранты, да, и для фонда президентских грантов, и для каких-то местных грантов. Кто-то что-то еще делает хорошо, но любой из этих источников может неожиданно прекратиться. Вот действительно, вот один из сегодня запросов был про прекращение финансирования всякого зарубежного. Действительно, грантовое и зарубежное финансирование, а на зарубежных грантах целые отрасли у нас держались в стране в свое время, да, в некоммерческой сфере, полностью прекращено. Или, например, действительно, начиная с пандемии и продолжая, конечно, сейчас санкционным нашим режимом, резко упал там средний чек пожертвования частного от человека конкретного, да, и это тоже проблема, которую отмечают все. В общем, любой источник, донор может перестать жертвовать, потому что у него проблемы начались какие-либо, да, у компании, у бизнеса. Каждый источник может неожиданно прекратиться, и если у вас нет диверсифицированных источников дохода, то, соответственно, и ваша деятельность может благополучно прекратиться вместе с прекращением. То есть это вот важно, устойчивость и диверсификация. Плюс вообще самое простое в сборе денег, как мне кажется, собственно, сам сбор денег, потому что здесь уже все автоматизировано, и есть большое количество инструментов, которые можно брать и использовать, даже не обладая никакими знаниями. А самое сложное все, что до этого. Да? Вторая базовая история – это коммуникация, без которых невозможно собрать ни копейки ни от кого. Да, пока вы не можете своей аудитории и разным аудиториям, с которыми вы общаетесь, объяснить, зачем вам эти деньги, да, и что вы на них сделаете, пока вы не можете назвать, знаете, вот есть такая там книжка, вспомнил, Лора Фредерикс, она достаточно полезная для тех, кто хочет собирать деньги. Она, звучит провокационно, как просить кого угодно о каких угодно суммах для каких угодно целей, но и спорное название, но тем не менее она полезная, да, вот, и рекомендую почитать. Один из важнейших принципов, и он универсален, заключается в том, что нужно конкретного человека, отдельного всегда, просить о конкретной сумме на конкретную задачу. Не бывает так: дайте, пожалуйста, побольше денег, мы что-нибудь сделаем хорошее, доброе. Это не работает. И базовый принцип коммуникации, во-первых, быть очень конкретным, просить что-то точно значимое, что принесет результат. И, во-вторых,
что многие почему-то забывают, важно с людьми или с организациями, или даже с государством говорить не только о деньгах, да, а говорить и во всем остальном, о том, что вы делаете, зачем вы делаете, чем вы можете быть для них полезны, как вы помогаете им для чего-то, да, каким-то людям вы помогаете, потому что им близка проблема, с которой вы общаетесь, вы помогаете эту проблему решать. Бизнесу вы помогаете и быть социально ответственным, но еще и какие-то, может, бизнес-задачи решать тоже, что не так уж и плохо. Государству вы помогаете решать какие-то социальные проблемы или иные, которые ставят перед государством благодаря своим проектам инновационным. И вот об этом тоже нужно постоянно говорить и, конечно же, благодарить. Да? Вот, какой-то такой фандрайзинговый цикл коммуникации, он не завершается попросить, да, вот этим этапом 1 попросить деньги, он только начинается с этого этапа. И если вы все остальные этапы не продолжите, да, сначала попросить, потом рассказать о том, как вы эти деньги потратили, доходчивым, понятным каждому языком, потом рассказать о достижениях вашей организации благодаря участию человека или организации или кого угодно, потом рассказать о том, как вы вместе уже с ним решаете какие-то там проблемы, рассказать какие-то истории, и, может быть, потом еще раз попросить, да, то есть обязательно благодарить и так далее. У меня есть такой пример, связанный, что еще интересно, эти процессы, это процесс вот, сложной коммуникации, можно еще и автоматизировать, он должен быть искренним, да, искренность еще одна история базовая, связанная с фандрайзингом, нужно со всеми быть искренним, и это тоже я увидел в этом сообщении из ролика, да, но вот внутри этой искренности нужно очень как бы человеческим языком с людьми разговаривать. Вот пример из моей практики, довольно там старого времени, да, из фонда «Измени одну жизнь», которому я помогал настраивать всю вот диджитальную часть их деятельности. Фонд занимается тем, что снимает видеоанкеты для детей-сирот, и, собственно говоря, видеоанкета повышает сильно шансы на семейное устройство. В несколько раз доказано, там в 3 раза шансы выше у ребенка, для которого снята видеоанкета по сравнению с ребенком, у которого только фотки какие-то есть, да, и диагноз. Куча других еще вещей делает фонд, но вот это вот там центральная была активность для привлечения внимания, для фандрайзинга. И что было сделано в цепочке коммуникации? Во-первых, жертвователям предлагалось пожертвовать деньги на конкретную видеоанкету конкретного ребенка. Вот там в свое время она стоила 3000 рублей, потом чуть дороже стоит, но неважно. В общем, вот у вас 3000, вот ребенок из региона, да, какого-то прям вот вашего, да, можно еще и сегментировать свою аудиторию. Фонд был федеральный, но можно там вот сегментировать. Из вашего региона, где-то рядом с вами живет ребенок в детском доме, у него такая вот история, он так выглядит, и вы, заплатив 3000 рублей, в 3 раза увеличите шанс этого ребенка полностью изменить жизнь, попав в семью. Да? Такой нарратив. Человек мог пожертвовать как 3000 рублей и снять целую видеоанкету, так мог хоть рубль пожертвовать, там постепенно набирались средства на эти 3000. Как только эти средства собирались на 3000 рублей, запускался там какой-то процесс, и спустя пару недель, так был отстроен бизнес-процесс, человек обязательно получал автоматическое оповещение, это было настроено просто в системе, о том, что благодаря вашему пожертвованию, хоть в рубль, хоть в 3000, появилась у ребенка видеоанкета, и это был уже отчет человеку автоматически формируем. Вот вы сделали, вот видео, смотрите его. Более того, так как человек уже вовлекся, потому что пожертвование – это не только деньги, это даже важнее, это участие человека. Человек таким образом показывает свое участие и хочет вместе с вами решать проблему. Мы говорим ему на следующем этапе коммуникации: вот вы помогли собрать деньги, видеоанкету сняли, а теперь вы можете поучаствовать еще больше в жизни этого ребенка, если начнете делиться этой видеоанкетой в своих чатах, сообществах, социальных сетях, чтобы привлечь максимальное количество внимания к этому маленькому человеку. Станьте его, у нас назывался ангелом-хранителем. Человек ставил галочку, начинал делиться, и мы периодически отправляли человеку отчеты, сколько уже просмотров у видеоанкеты, да, у этой, которой он поделился, и человек чувствовал свою причастность уже с жизнью конкретного маленького человека. Когда ребенок попадал в семью, мы получали сигнал об этом, мы отправляли еще одно сообщение о том, что благодаря вам
действительно жизнь изменилась у человека. И это была легкая коммуникация, потому что абсолютно доказано, да, что ребенок в семье и ребенок не в семье – это два совершенно разных человека, и жизнь у них складывается по-разному. У меня был просто, вот, несмотря на то, что все это настраивал, всю эту воронку, у меня лично был случай, да, что вот я давно уже с этим фондом не сотрудничаю, но спустя, не знаю, года 4 после того, как я пожертвовал на одну из видеоанкет, мне пришло сообщение, тогда еще настроено, о том, что ребенок в семье. И у меня прям мурашки по коже, хотя я понимаю, как это работает изнутри, но это так эмоционально действует, что хочется еще делать больше и больше. Это вот такие вот простые способы коммуникации, их можно продумать для каждого из ваших кейсов. Можно делать их вручную, да, вот просто вручную действительно отправлять людям, вашим жертвователям сообщения и привлекать их дальше в вашу деятельность. А еще одно ключевое слово, как раз из той книжки, о которой я говорил, в фандрайзинге – это «мы». Слово «мы». Мы всегда говорим с теми, кто нам помогает, мы вместе что-то делаем, что-то меняем. Да? Не я меняю, вы мне платите, а мы вместе что-то меняем. Вот. Такие простые, значит, коммуникационные какие-то вот цепочки приводят к многократному увеличению участия людей в дальнейшей жизни. Третья история, которую я заметил, и она кажется важной, это понимать тренды. Да, вот коллеги пользуются, в частности, платформой, которую разработал, да, «Нужна помощь», пользуясь случаем. Это один из примеров инструментов для так называемого волонтерского фандрайзинга. В чем прелесть волонтерского фандрайзинга? И если бы вы следили за трендом, вы точно знали, что это такое, прочитали бы пару книг, у той же «Нужна помощь», есть отличная книга, переведенная «100 друзей», она как так называется, про принцип волонтерского фандрайзинга. Одна из ключевых проблем в секторе – это прозрачность и доверие. Да? Вот тоже коллега упомянула, что очень часто бывает просто пожертвовать какому-то человеку, и жертвуют люди, в том числе и мошенникам, но не жертвуют фондом. Почему? Потому что они видят конкретного человека и видят в его проблему, а там, значит, фонд – это какая-то достаточно бездушная машина, которая собирает деньги на какие-то там вот счета где-то в каких-то банках, что с ними дальше происходит, непонятно. Так вот, например, волонтерский фандрайзинг, ну, про доверие можно говорить очень много, потому что очень много здесь проблем, в том числе и коммуникационных, и нужно иметь там сайт, соцсети, отчеты и кучу всего другого для того, чтобы доверие выращивать. Но одна из прекрасных быстрых инструментов – это как раз волонтерский фандрайзинг. Тоже доказано, что попросить деньги в холодную, ну, выставить какой-то, да, действительно, там, QR-код или разместить форму для пожертвований, что несложно. Вот это вот такие формы, они конвертируют примерно максимум 1% посетителей, которые приходят на сайт. Но бывает по-разному, бывает и выше конверсия, если прям очень целевую аудиторию приводит, уже готовые жертвовать. Но в целом 1% это прям максимум. Был пример у крупной организации, то ли у детских деревень СОС, то ли у Всемирного фонда защиты дикой природы. Давно это был кейс. Они разместили свою форму для пожертвований внутри платежных терминалов. Помните, такие были? Вот сейчас, наверное, тоже остались где-то платежные терминалы, и там можно было в том числе выбрать благотворительность, значит, и что-то такое пожертвовать, совершая какие-то обычные действия, типа платежек за квартиру. Так вот, мне тогда рассказывали, что у них там конверсия в платежи была 1 то ли 100, то ли 1000% от просмотров. А когда человек, в чем суть волонтерского фандрайзинга, в том, что человек своих друзей зовет и их просят пожертвовать. Либо по какому-то случаю, либо, может быть, там просто на улице. Так вот, когда люди своих друзей просят, то откликаются там, от 10 до 50% людей, которым просят. Какая колоссальная, огромная разница. Потому что людям друзья доверяют. Да, и вот понимая, отслеживая все какие-то новейшие там, технологии и способы, мы можем вовремя хвататься за такие возможности, их изучать и ими активно пользоваться. Что еще? Ну, еще, конечно, в целом цифровизация, действительно, она позволяет рутинные процессы сильно упростить, соответственно, снизить сильно расходы на какие-то там действия постоянные, да, и, соответственно, высвободить больше средств на то, чтобы они доходили до
повысить вашу эффективность, да, соотношение затрат и средств. И для этого есть достаточно тоже платформ. Есть платформы, которые позволяют, ну, такие вот зонтичные, да, бренды, которые специализируются на сборах, да, там Добро ВК или те же самые, там Нужна помощь, своя платформа, или Сбер вместе, или Благо.ру. Их много, и, возможно, даже есть региональные какие-то платформы. Когда организация достигает значительной зрелости для того, чтобы пройти верификацию на такой платформе, она получает доступ, в принципе, не только к инструментам, да, к платежным формам, но и к аудитории, которая есть уже на этих платформах, которые специально приходят для того, чтобы пожертвовать. В этом смысле платформы за вас выполняют маркетинговую роль. Они для вас приводят аудиторию, которую будет вам жертвовать. Вам не нужно этим заниматься. Да, есть, ну, или, например, Planeta.ru и другие краудфандинговые площадки, да, то есть вы решаете проблему с приводом аудитории. И где-то там с автоматизацией тоже взаимодействуем с аудиторией. Есть там простейшие решения, которые устанавливаются за пару кликов, которые автоматизируют процесс и получения средств, и взаимодействия с донорами. Можно поставить платежную форму простую Сбербанка онлайн на сайт, созданный на Тильде, да, и у Тильды есть там своя CRM-система, у вас будет уже база ваших пользователей, которые вам пожертвовали, и вы сможете с ними общаться, да, не потеряете их. Или там есть такой плагин для сайта WordPress. Сейчас не страшно, если странные слова звучат, просто запомните, да, есть такая история, называется «Лейка», которая устанавливается за, там, если есть специалист, то за 5 минут, если нет специалиста, ну хорошо, за день вы ее установите, и она позволяет уже и получать какие-то деньги, да, вот, ну, платежные формы создать, и вести базу жертвователей, и одновременно еще базовые коммуникации через автоматические email-сообщения, которые запускаются по какому-то действию пользователя, тоже отправлять. Да? То есть вам достаточно только заполнить своим контентом, да, что-то, вот, программное обеспечение, и дальше уже даже не нужно иметь в штате, там, хотя нужно, да, на следующем этапе, но на первом даже не нужно иметь в штате там email-маркетологов для того, чтобы со всей базой работать. Там базовый автоматический набор писем уже пойдет и так далее. Эти инструменты нужно тоже желательно изучать и обязательно использовать. Вот, наверное, это там основные какие-то вещи, которые я почерпнул из этого кейса, и очень рад, что у вас он в республике есть, и что вы можете на него ориентироваться, потому что действительно по тому, что описано, это прям передовые практики в этой сфере, на которые можно ориентироваться. Матвей Андреевич, спасибо большое. Спасибо. Да, я думала, мы так как-то подискутируем, поговорим отдельно про QR, да, что он заметил, наверное, думаю, скажет первый сайт, второе соцсети, ну, какие-то вот такие понятные вещи. А тут вам, в общем, прямо все наблюдать. Но про сайты и соцсети тоже могу рассказать, если будет вопрос. Да, мы сейчас дойдем, хорошо, и я спрошу отдельно. Ну, подведу итог небольшой того, что мы увидели, послушали, и в некотором смысле отнесусь к этому. Матвей уже рассказал про целый цикл того, что входит в путь сбора. Да? Он сказал про открытость и прозрачность, про доверие, про деньги, про фандрайзинг. Я бы сюда еще добавила, просто это очень четко не прозвучало, информационное сопровождение и сюда же к информационному внимание. То есть в этом пути сбора, и здесь уже Матвей отметил, очень важно сопровождать не только ваш сбор, да? Понимаете, да, мысль мою, о чем говорю? Когда мы объявляем сбор, мы рассказываем, что со сбором происходит, что мы собрали рубль, что мы собрали 5, 1000, миллион, и что мы потратили, и что сбор завершен. Мы информационно сопровождаем сбор. А еще с точки зрения коммуникации, и это абсолютная правда, что коммуникация в основе всего фандрайзинга, нам крайне важно сопровождать и нашего донора. Когда донор пожертвовал нам рубль, все, этим донором кто-то должен заняться. Или руководитель, только не ночами. Писать ночью письма донорам некорректно.
Пользуйтесь возможностями цифровизации, отложенными письмами, какими-то еще инструментами. Ну, в общем, отдельный блок фандрайзингового вообще этики, этикета, ну и вот от каких-то наших профессиональных договоренностей в этом смысле работающих, это крайне важно, да, потому что у всех людей образ жизни свой собственный, временной пояс и так далее свой собственный, поэтому хорошо бы, конечно, у каждого донора спрашивать, знаете, у вас иногда спрашивают, как к вам обращаться, в какое время вам удобно писать, корректно ли звонить после 18 и прочее. Вот чем больше вы знаете про своего донора, потенциального донора, человека, который может или будет жертвовать вам средства, тем лучше, потому что тем теплее у вас с ним будет контакт. Очень важно не забывать про человека. Он пожертвовал рубль. Я в свою бытность поблагодарить, безусловно, его за это и оставаться на связи, рассказывать, как дальше, да. При этом, кстати, очень важно понимать, что если, например, у вас сбор, условно, я не знаю, попробую в цифрах выразить, условно 1 000 000 рублей, а пожертвовали вам действительно 1 копейку, то, наверное, не стоит, поблагодарить, безусловно, стоит, но каждый фонд для себя должен понять, какого уровня благодарности вы готовы, за какой уровень пожертвования делать, понимаете, да? За 1 копейку, наверное, печатать красивое благодарственное письмо на вашем бланке, почтой его направлять, понимаете, да, с точки зрения затрат, это будет неэффективно, и вы для себя, безусловно, должны понимать, как вы в этом смысле готовы действовать. Вот, поэтому сопровождать доноры вообще хорошо, чтобы всеми ими кто-то занимался, потому что крайне важно донору предлагать и другие сборы. Да? Пример я хотела привести. Значит, у меня была история. У меня один в фонде, в котором я работала раньше фандрайзером, и мы фандрайзинг я выстраивала с нуля. То есть просто открыли новое направление. Фонд корпоративный, поэтому у нас наши благотворительные регулярные программы финансируются, можно сказать, на регулярной основе. Бюджет защищается, это все довольно тяжелая история ежегодно. У нас председатель совета директоров от компании «Северсталь» Алексей Александрович Мордашов лично принимает в этом участие, поэтому довольно остро эти мероприятия проходят, включается, очень подробно выясняет. Это с точки зрения прозрачности. Вот. А почему было принято решение создавать направление по фандрайзингу? Потому что возникла потребность оказывать еще и адресную помощь. То есть все регулярные наши программы финансируются, но при этом семьи с детьми, которые в трудной жизненной ситуации оказались, мы сопровождаем одномоментно, у нас там более 300 семей на сопровождении, все они нуждались в товарах там гигиенических, бытовая химия, одежда, обувь и все прочее, наверное, большинство из вас знает, как это бывает. Вот, и на все эти цели мы, соответственно, с помощью фандрайзинга средства и привлекали. Как пошли? Первое, почти бесплатно. Подключение СМС на короткий номер. Абсолютно также платформы берут маленькую по сравнению с пожертвованиями, там тоже порядка 2,5–2,5% комиссию за то, что вы этой платформой пользуетесь. Почти бесплатный вариант. Он нам первое время, дальше мы просто сами перестали его развивать, первое время очень хорошо приносил результат. Кроме того, СМС на короткий номер очень хорошо работает, когда на массовых мероприятиях. Если для вас это актуально, если вы сами проводите, если в вашем городе, регионе проводится, куда у вас есть доступ к команде организаторов, это тоже можно сделать. Большие матчи, концерты и так далее. Это хорошая, почти бесплатная история, с небольшой комиссией. Дальше. Возвращаясь к тому, что это коммуникация. Посмотрите, как выглядят ваши письма. Мы сейчас все уже встраиваем QR-коды даже в подпись к своему письму и в своей обычной коммуникации. Сейчас у меня нет, у меня коллеги, нас сфотографировать и в презентацию добавить. Мои коллеги, кто сейчас фандрайзингом занимается в фонде, у них вот здесь QR-код уже вместо этой карточки банковской. QR-код на перевод в направлении по фандрайзингу. Вот. Он у них всегда при себе. Потому что в любом разговоре с любым знакомым там, или незнакомым человеком, как дела, что нового, готовимся к мероприятию, присоединяйся и так далее. То есть это настолько близко рядом всегда должно быть, что это очень здорово облегчает. А сама если говорить про цифровизацию, да, сама эта история простоты перевода делает ее еще прямо намного
ближе, да, намного реальнее. Вот, про открытость и прозрачность хочу сказать. Вот это настолько, ну вот я даже не знаю, вот если выбрать, написать напрямую донору и сказать, куда, ну, направить отчет, давайте будем, кто-то поймет под отчетом таблицу, да, кто-то текст, кто в каком виде, но все-таки направить отчет или написать в соцсетях, если придется выбрать, если времени только на одно. Соцсети выберете? Ну, здесь нет правильного, неправильного, просто в зависимости от вашего выбора будут развиваться события дальше. Лучше и то, и другое, да, если нет времени индивидуально подойти и донору, и в соцсети, надо сделать такой вариант, который бы дал ответы и широкой общественности, да, и донору. Но ни в коем случае про это нельзя забывать. Так вот, про пример, в третий раз отвлекаюсь. Значит, и подписался у меня один молодой человек на регулярные пожертвования, это был 13-й год, подписался на 1000 рублей. Лейку мы поставили на сайте. На 1000 рублей регулярные пожертвования. Еженедельно, кстати, как он это сделал, я не знаю, там не было такой опции. Вероятно, в банке в своем. И этот молодой человек жил и работал не в России. Он русский, и он жил и работал не в России, от нашей какой-то компании. Нет, кстати, нет. Нет, с Минюстом все нормально было, ничего не было. Видимо, он и резидентом, может быть, являлся. Просто у компании есть, видимо, дочерние как предприятия и так далее. Нет, с Минюстом все нормально. Он подписался, и по четвергам, утром в 9 утра мне приходило 1000 рублей на сайт. И я ему однажды написала, это было год, целый год вот так проходило. Прошел год, и я ему, это вот первый мой просто жертвователь, такой регулярный, который я помню, Евгений его зовут. Ой, Вячеслав, прошу прощения, Вячеслав. Я ему пишу: Вячеслав, там, добрый день, я его все время благодарила, писала, потом уже я у него начала спрашивать, как у вас погода, в каком городе вы сейчас находитесь. И у нас такое вот уже намного более теплое общение друг с другом было в электронной почте абсолютно. Вот мне приходит уведомление на почту, что пришло пожертвование, я ему прямо это письмо пересылаю, пишу: Вячеслав, здравствуйте, снова получили, сейчас пойдем покупать то-то, потому что еще очень маленькие затраты были, 1000 рублей, это прям был повод пойти в магазин там и покупать подгузники и так далее. Вот, он мне что-то отвечал, ну, так, крайне, немножко совсем. Вот, и однажды, когда уже прошел год, я ему написала, что Вячеслав, у нас фонд растет и развивается, у нас такие задачи, вы нам уже год жертвуете, спасибо. Я ему прикрепила наш публичный отчет за прошедший год. Пожалуйста, посмотрите, что у нас вообще происходит, ну, как мы работали. Вот, и попросила увеличить его сумму пожертвования. Что вы думаете произошло? Ну, как думаете, что случилось? Пропал. Думаете, пропал? Пошел навстречу. Он увеличил в 2 раза, до 2000 рублей. Да. Я, кстати, вот этот принцип забыл сказать, тоже из этой же книги, тоже он работает, правда, как показал пример. Постоянные жертвователи должны увеличивать свои пожертвования. И это работает. Они это увеличивают свою вовлеченность таким образом. Это мой пример, и это я еще не знала никаких правил там и законов фандрайзинга. Это настолько было вот так по-человечески сделано с моей стороны. У меня их было единицы тогда. Ну вот за первый год таких вот регулярных было несколько. И вот Вячеслав просто первый. И я говорю: Вячеслав, что могу, насколько это вообще удобно будет, что попросить вас увеличить. Он увеличил до 2000 рублей. Он стал жертвовать также каждый четверг, он как-то поменял подписку, почему-то по четвергам приходили 2000 рублей, он сказал спасибо. Я к чему? Самое главное правило фандрайзинга, самое главное, самое первое, чтобы привлечь средства, нужно сообщить о том, что они вам нужны. Это самое главное и самое простое. Пока вы не сообщите, просто сидите, думаете, планы, строите стратегии фандрайзинговые и так далее, к сожалению, ничего не происходит. Если вы будете говорить, писать, сообщать, обращаться, то
Другой вопрос, как это делать, да, это нужно делать очень-очень понятно, открыто, прозрачно, чтобы формировалось доверие и так далее. Если вы говорите, мне надо 5000 рублей конкретно вот на этот вертикализатор для ребенка или там, ну, да, что угодно может быть, потому что ребенок сейчас не может вот это, а сможет. Это очень понятно, и к этому присоединяются. А когда вы говорите, нам на программу «Мир вместе», да, то не хватает информации людям, на что конкретно. Еще очень, не то чтобы здорово, прямо обязательно понимать, какие вообще показатели эффективности у вашей работы. Даже если у вас большая программа, на что она работает, чтобы что. И это вот немножко не про миссию, это про то, какие финальные результаты. Вот мы, например, для себя выбрали, мой фонд работает... Трудная история, мы тоже не сразу формулировали. Мы работаем с семьями, которые попали в трудную жизненную ситуацию. По разным. Там и места не столь отдаленные, куда попали родители, и конфликтные разводы, и многие, и жестокое обращение с детьми, и многие. У нас большой штат, много кураторов, юристов, психологов. Мы это все осиливаем профессионально, в хорошем смысле. Вот. И самое-то главное, нам всегда, и донор тоже говорил, а в чем профилактика социального сиротства? Как вы можете сказать, сколько не попали? Мы говорим, ну вот мы 6000 семей были у нас в этом году в работе. Он говорит, ну и что? А что, вы все в детский дом попали? А мы нет. Мы разработали критерии и сами теперь можем разделять и понимать. Из 6000, вот конкретно за прошлый год, 82 ребенка у меня действительно не попали. Это были дети, которые были на грани попадания в социально опасное положение. И, да, мне кажется, тут многие понимают. Социально опасное положение, это, это, понимаете, да, практически уже все. Невозможно будет реабилитировать, скорее всего. Вот. И упущенные возможности для детей. Вот. И если выразить эту эффективность в финансах, да, на языке бизнеса, например, на языке ваших доноров, то содержание одного ребенка в детском доме в Вологодской области, в сиротском учреждении в год сейчас стоит порядка 1 400 000 в год. Один ребенок. Находятся они там до 18. Конечно, маленьких, скорее всего, забирают. У нас очень хорошо развито устройство детей в семьи, замещающие. Но какое-то количество детей останется и до 18-летия, до выпуска до своего. Ну, то есть, да, в миллионах здесь очень четко, очень понятно. А за годы у нас в Череповце 8 детских домов. За время работы нашего фонда 8 детских домов закрылось. Было 9, сейчас 1. Это результат. А если бы мы просили у донора средства на работу программы «Дорога к дому», скажет ли она вам что-то? Ну, «Дорога к дому», да? Или там на поддержку, или там на профилактику социального сиротства. Ну что? Вот, поэтому первое и главное, вы должны очень четко понимать, с чем вы работаете, каков самый главный результат, и уметь его показать и преподнести, и, соответственно, попросить средства. Очень здорово, очень... Даже не то, что здорово, а очень помогает в сборе средств вообще в направлении работы по фандрайзингу разделение бюджета. Представим грант, заявку вашу на грант. Когда вы пишете заявку на грант, там очень понятные столбцы. Собственные средства, запрашиваемые средства. Для доноров это тоже важно. Если вы говорите, у нас уже есть 1 000 000, а осталось 300 000, это работает, потому что это прозрачность и открытость. Последнюю фразу скажу про прозрачность и открытость. Мне кажется, на самом деле, к сожалению, мало ей уделяется внимания, даже не сколько фразе, а самой сути. Про доверие, прозрачность и открытость. Фонды, которые собирают средства, кроме того, что по законодательству должны иметь право это делать, да, помним все про устав, про виды деятельности и так далее, еще и моральный такой долг, да, для нас, для всех, быть прозрачными и открытыми. Это трудно, это долго, это требует ресурсов, потому что про каждую историю надо написать, рассказать, публичный отчет выпустить. У фондов аудит прошли ежегодный, отчет на сайт и так далее. Ой, чувствую отклик. Вот, я вам хочу такой мотивирующий пример привести на основе своего фонда. Мы, фонд «Дорога к дому», были, как нам казалось, прозрачные и открытые организации, но при этом как-то обратная связь от
наших же жителей области, ну, как-то не всегда вот была однозначной, что, да. Вот, и мы стали в этом направлении, ну, в общем, особое внимание уделять. Мы тоже сделали новый сайт, вот буквально ему еще меньше месяца, можете посмотреть, дорогакдому.ру или дорогакдому.рф, оба адреса работают, поскольку случился у нас ребрендинг, и сайт тоже переделали. Так вот, мы выделили там на сайте отдельный раздел про открытость и прозрачность, потому что это именно то, что еще в том числе просят грантодатели. Не обязательно президентские гранты, а и другие тоже. То есть это первое место, куда на вашем сайте идут эксперты, когда получили вашу заявку. И смотрят, какие там есть отчеты, что вы делаете, соотносится это, не соотносится, собираете деньги, не собираете и так далее. Так вот, 2 года подряд уже 2 года подряд фонд «Дорога к дому» находится в самом главном рейтинге рейтингового агентства «Раекс», в рейтинге частных и корпоративных фондов мы на 1-м месте по уровню прозрачности и открытости. На 1-м месте. И стоим мы там вот в одной как бы линейке с фондом Тимченко, Потанина, Рыбаков и так далее. Хотя это никакой не секрет. У меня, например, стоимость, ну вот вообще бюджет за год средств Северстали 106 миллионов рублей. За год. Ну, у нас очень объемные, большие программы. 106 миллионов. Ну, вы понимаете, что у других организаций, которые в этом рейтинге вместе с нами, они же грантодающие, там же, ну, да? Вот. И подхожу к главному. Последние 2 года мы находимся в этом рейтинге на 1-м месте. И вот за последний год у нас увеличилась сумма привлеченных грантов с 16 до 40 миллионов. С 16 до 40. Это, конечно, повлияла и ситуация в стране, и то, что грантов, в принципе, да, 2 спецконкурса в том году были и так далее. Но и предыдущие годы мы проанализировали. Мы являемся ресурсным центром, мы всю область, и многих коллег из страны учим социальному проектированию и так далее. То есть сказать, что мы вдруг профессионально подросли, нет. Ну, нет, не скажем, потому что мы много лет это делаем. Но правильно представлять все ваши ссылки на упоминания в СМИ, вести. Цифровизация в помощь. Сначала Google табличка, что-то еще, да, или потом база данных, ну, насколько это возможно у вас. В каком конкурсе грантовом участвуете, весь этот огромный список прикрепить или ссылку на него дать, чтобы обновляем. Вот, ну, я знаю, многие НКО пользуются Google документами, потому что есть доступ одномоментно у многих участников. Вот. Туда все ссылки каждой заявки на грант прикрепить. Просить партнеров давать какие-то цитаты про вас, записывать их, спрашивать их мнение, обратную связь собирать, потому что эти цитаты, эти какие-то маленькие формулировки очень укрепляют потом, да, ваши позиции там. И все это тоже формирует доверие к вам и характеризует вас все более и более открытой организацией. Про книгу еще хотела сказать. Вот Матвей хороший назвал, а я еще скажу одну, на которой вообще всех фандрайзеров, начинающих, вот, ну это просто вот настольная книга, легко, удобно читается, наш российский опыт, наш родной Дмитрий Даушев, автор. Да, как продать моральное удовлетворение. Потому что очень важно понимать, не что вы идете для, ну да, то, что донор вам жертвует свой рубль, для него чаще всего это является большим моральным удовлетворением, действительно, чем закрывает вашу потребность. Потому что люди хотят, посмотрите результаты исследований, да, надо было с них начать, и тогда мы вообще до вечера остались. Посмотрите результаты исследований, люди хотят быть полезными, люди хотят значимости, люди хотят даже не сколько признания и похвалы, а сколько ощущения своей причастности, принадлежности. Это крайне важно. Почему мы все, у нас у всех есть потребность в помощи, почему мы с вами вообще в этом секторе работаем? Ну, понимаете? Поэтому очень важно дать им то, что им хочется увидеть. Спасибо. Ну, давайте поговорим, да, послушаем, у нас еще осталось время. Давайте вопросы, предложения или свои истории. Северсталь какое отношение имеет к Вологодской области? Самое прямое у нас комбинат в городе Череповце расположен. Конечно, абсолютно, да, верно. Да, Алексей Александрович наш, Вологжанин. Да, сам оттуда. Да, мы были до недавнего времени моногородом, да, градообразующая, да. Здесь
Очень приятно, что вы тоже знаете. Ну да, по-разному. 5-6 октября у нас в Вологде пройдет форум сообщества. Если у вас есть возможность, приезжайте, мы тоже будем рады вас видеть, слышать. Да? Коллеги, добрый день. Разрешите представить, меня зовут Яна Андреева, я ведущий эксперт аппарата Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Но сегодня на этой площадке я представляю Союз женских организаций. Это некоммерческая организация, мы объединяем более 315 женсоветов со всех 37 муниципальных образований республики. И я хотела бы поделиться своим кейсом, то есть нашим опытом цифровизации. Здесь присутствуют, кстати, наши эксперты нашего проекта, используя случаем, да, Гаврилева Нарьяна, Ида Афанасьевна Белых здесь, по-моему, есть? Она ушла. Итак, 2020, 2021 и 2022 год наша команда успешно реализовала проект «Цифровая трансформация женсоветов Якутии», потом мы реализовали проект «Цифровая трансформация НКО Якутии». Конечно, пандемия в 2020 году, мы все вдруг оказались в таком коллапсе информационном и поняли, что мы абсолютно не владеем инструментами цифровизации. Что делать? Решили провести обучающий тест. Обучили. Более 160 женщин у нас прошли обучение со всех муниципальных образований. Мы обучали их блогингу, обучали как раз CRM-системы, краудфандинговые платформы. В общем, полный комплект, по-моему, да. Но и здесь уже тогда присоединились наши мужчины. Они сказали, а почему только женщин обучаете? Давайте нас. И мы тогда запустили второй проект при поддержке грантов главы. Запустили проект «Цифровая трансформация НКО Якутии». Здесь у нас уже прошло обучение более 200 представителей некоммерческих секторов. И сейчас этот проект мы продвигали на региональный этап «Цифровая трансформация НКО Дальнего Востока». Вот. Поддержку, к сожалению, не получили, но тем не менее мы реализуем сейчас проект «Кадровая школа НКО Якутии». Вот. И какие проблемы были в основном? Естественно, вот этот недостаточный уровень цифровой грамотности среди населения. С этим мы боремся. Не всегда успешно, но тем не менее цифра, она меняется каждый раз, соответственно, и компетенции должны меняться. Так, нехватка IT-кадров. С этой проблемой мы тоже начали более-менее справляться. Мы запустили работу с IT-кубами, IT-центрами у нас по муниципальным образованиям, да, помогают нам айтишники, мы нашли волонтеров и так далее у них тоже есть своя сеть IT-волонтеры. Мы даем заявку, они нам помогают. И основная проблема, это, конечно, фронт-драйв, нехватка финансовых средств, как раз вот отсутствие на информационное продвижение, говорю как раз об информационной открытости, да, нехватка приобретения серверов для социального проектирования. В период пандемии предоставлялись бесплатно некоммерческим секторам. Но так как пандемия у нас завершилась, да, соответственно, и средств на это не выделяются, проще говоря. Вот. И вот скажем так, любой успешный проект – это всегда успешная команда, успешная работа команд профессионалов. В этом плане, конечно, нам хорошо помогли и наши не только региональные эксперты республиканские, но и федеральные эксперты подключались. У нас с Краснодара, Казахстана. У нас вообще команда такая мультирегиональная получилась. У нас были представители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодар, Чита, Иркутск. Ребята у нас из Казахстана к нам подключались. Вот поэтому я бы хотела пожелать тоже всем нашим коллегам, которые меня слушают, чтобы они присоединялись к нашему проекту. У нас он завершается, кадровая школа НКО Якутии завершается в августе, но с сентября у нас продолжается новый проект, новый набор будет. Об этом мы будем, конечно, анонсировать. И хотелось, конечно, поблагодарить вас, и Матвея, и Екатерину. Вы так детально нам раскидали, что необходимо. Лейкой мы пользуемся, правда, не всегда успешно. Краудфандинговые платформы мы тоже используем, особенно сидели на planete.ru. Они к нам приезжали, даже обучали у нас, эксперты наши. И Любовь Кликина, конечно, наша соседка, наша подруга. Мы вообще ее любим, уважаем. Всего хорошего, всех успехов. И как наш социальный партнер, да, Общественная палата, мы сидим рядом, друг другу всегда помогаем. Всем спасибо. Если что, есть какие-то вопросы, то всегда двери Общественной палаты республики у нас открыты. Мы находимся на Курашова, 24, кабинет 401-402. И также всех женщин приглашаем, пользуясь случаем, да, в Союз женских организаций. К сожалению, QR-кода у меня нет, я обычно его всегда тоже ношу на телефоне, но сегодня я повесила туда фотографию своей семьи. Всем спасибо. Меня зовут Яна Андреева. Можете найти меня в Телеграме. Спасибо большое. Спасибо за такой отклик. Я, наверное, еще отзовусь на ваши «не выделяется средств». Не выделяется
На информационное продвижение, абсолютно верно, на информационное и на трансформации цифровые. Мы, да, НКО, все наивные, очень ждем, что когда-нибудь кем-нибудь начнут выделяться средства на цифровизацию, но у вас есть фандрайзинг, государственные учреждения не могут пойти и открыть сбор на что-то, библиотеки не могут пойти, школы и так далее не могут. Мы можем. Вы представляете, какие это возможности? Поэтому, да, цифровизация в целом, если к ней подходить, скорее всего, она в большинстве случаев ляжет в административные расходы. Но если правильно там все по полочкам разложить, скорее всего, есть возможность включить ее в расходы на работу программ основных, целевых направлений. Вот, мне кажется, что первое, это нужно посмотреть, что можно сделать, а во-вторых, на эти цели точно так же можно средства собирать. И это невозможно. Я скажу пример, нет, правда, действительно, если говорить про особенно, не у кого угодно, на что угодно можно попросить, в том смысле, что действительно есть разные, скажем так, поведенческие там паттерны. Конечно, там мы знаем тоже цифры, что большая часть массовых пожертвований в России совершается спонтанно, да, и основной инструмент долгое время были СМС-пожертвования. Ну, вот если говорить про массовое, да, вот по телевизору какой-нибудь марафон объявляется, и на конкретных детей жертвуют. Это главный паттерн. Конечно, заставить людей поверить в то, что нужно жертвовать на инфраструктуру, это слишком сложно, но не невозможно. Ну, во-первых, можно посмотреть другие источники, потому что на инфраструктуру деньги собираются либо у грантодающих организаций, которые понимают, что в нее нужно вкладываться, либо там у государства, которые понимают, что нужно в это вкладываться. Но можно и частным фандрайзингом тоже собрать деньги. Пример тот же, вот можно привести такие дела, да, и фонд «Нужна помощь». Они собирают деньги на развитие своей платформы, развитие своего там журналистского продукта, очень дорогостоящего и крутого, но они смогли объяснить аудитории, что, собирая деньги на вот эту инфраструктуру, аудитория помогает всем многочисленным фондам, которые этой инфраструктурой пользуются, и в итоге доходит до конечного финального результата. То есть попробуйте так повернуть ваши фандрайзинговые сообщения, что у вас есть большое количество людей, которых вы обучаете, но эти люди принесут результат, который будет близок тому, у кого вы попросите денег. Да? И либо формально это может быть либо действительно в программу как-то записана цифровая трансформация, либо нужно попытаться объяснить людям, зачем это нужно, простым языком, понятным людям. Конечно же, словами про инфраструктуру и цифровизацию ничего не объяснить. Нужно и фонд Потанин, да, вот Любовь Николаевна подсказывает, фонд Потанин, у него есть определенные программы специальные, которые поддерживают вот инфраструктурные вот такие решения. Создание сайта в том числе и прочих программного обеспечения. Да. Вот. Спасибо большое. Удачи в поиске средств. Кто-то еще брал микрофон? Давайте. Станислав, я основатель филантропического фонда «Бесценный карат». Чуть-чуть погромче, немножечко погромче. Станислав, я основатель филантропического фонда «Бесценный карат» в Арчическом селе Якутии в экосистеме Игоря Владимировича Рыбакова. Они помогают по созданию платформы, бухгалтерии, юридически и так далее. И я также сооснователь филантропического стартапа в сфере недвижимости «Благодарные агенты». Это так, официалка. Теперь я выслушал, да, насчет фандрайзинга, записал такие точечно эффективные инструменты. Это круто. Некоторые моменты, лейка и так далее, такие эффективные моменты. Я попробовал там, по многим кабинетам ходил и так далее, когда начал искать дарителей, там от 100 рублей, от 1000 рублей и так далее. И наткнулся на 3 момента. Первое. Оказывается, самая эффективная благодарность, по моему мнению, это когда пишешь письмо от руки и отправляешь через Почту России. Нас тогда Татьяна Чайка на 100 тысяч рублей поддержала вначале. Мы ей письмо отправили. Конкретно прощупают момент. Второй момент. От позиции просящего к благодарности. Я наткнулся на такой момент, что когда я сам как предприниматель, я агент по привлечению инвестиций в недвижимость. И из-за этого создался стартап «Благодарные агенты». И я подумал, а что нам мешает, например, агентам, я заработал 10 тысяч рублей, скажем, или 100 тысяч рублей. Из них 10% я отправляю на благотворительность или на филантропию. Да? Да, вот это мы сейчас начинаем развивать, чтобы... И я отправляю не от своего имени, а от своего клиента.
или, скажем, инвестора, ну, там 10% и так далее. Ну и последнее, я вот наткнулся на такое понятие кросс-маркетинг, что некоторые так круто придумали, кажется, это Владислав Бермуда его зовут, делать бесплатные сайты. Оказывается, предприниматели, чтобы привлечь для хосписов, скажем, и так далее, они делают бесплатные сайты. То есть они продают навык свой, время и так далее. И меня это очень сильно вдохновило. У меня таких навыков нету. Было бы воля, я вообще 24 часа сайты делал бы. Вот. И последнее, вот вы упомянули Северсталь, да, Мордашов. У нас, например, тоже есть такие компании, да, Arctic Capital, Алмаза Набара. И я понял то, что ищу возможности вот в плане, как вначале заинтересовать потенциального дарителя жертву, или что-то ему дать, такой эффективный, 100% кэшбэк, да не просто там какую-то там цветы или что-то полезное. И вот потом уже привлечь к, Ну, я тут финансирование. вам, к сожалению, помочь не могу, поскольку наш фонд учредила Северсталь 18 лет назад. То есть не мы привлекли Северсталь в процессе, а как бы... Но, тем не менее, у нас есть и другие большие компании, которые сейчас уже к нашему большому устойчивому там фонду присоединяются. Круто. Причем уровня практически и Северстали тоже, компания Фосагро, например, у нас работает. И заканчивая свой монолог, я пришел к выводу, то, что надо просто брать ответственность на себя, да, в плане привлечения каких-то пожертвований или инвестиций, и все, надо действовать. Спасибо огромное. Спасибо вам, спасибо. Еще хорошая история. Да, ну, есть сравнение, наверное, тут для трансляции. Не стоит. Человек, который хочет, он достигает, в общем, да. Я хочу отнестись тоже на некоторые, ответить на некоторые слова по поводу пожертвований про десятину. К сожалению, не все готовы, и вообще небольшая часть людей готовы такой большой процент отчислять. Вы тут мыслите масштабно очень, было бы здорово. Но при этом очень активно, знаете, что работает, по крайней мере в регионах, вот я знаю, это перечисление хвостиков. Вот да, понимаете уже сразу, да, о чем? Потому что я не сразу знала, мне пришлось прочитать. Вот мне пришлось... хвостики в этом смысле, понятно. Нет, у нас на помощь, на лечение детей собирают, и я даже не сразу знала, что это такое. Это вот остатки после запятой, да, там на карте. То есть действительно, сколько там минимально можно переводить, по-моему, от рубля электронными, да, в банкомате не больше 50 рублей, не меньше, вернее, 50 или уже 100, наверное, можно снять, да, просто потому что купюр таких нету, а переводы нет ограничений. Ну, в общем, и они эти хвостики переводят просто вот в моменте, но минус есть, что это нерегулярные платежи. Есть, да, притом это даже есть одна большая крупнотехнологичная компания, которая использует этот принцип, это Яндекс. У нее есть целая программа, да, вот округление, она, по-моему, называется, да, когда люди пользуются сервисами Яндекса, неважно, такси, еда, все что угодно, они могут, собственно говоря, вот эти вот добавить, да, там, если стоимость поездки там 231,5 рубль, то можно добавить до 240, да, и вот эта небольшая добавка, она, которая не принципиальна для человека, который пользуется сервисом, она отчисляется в отдельный фонд, дальше распределяется между фондами, которые сотрудничают с Яндексом. И таких практик очень много. Вот я про что говорил, что одна из важных тоже историй, она, ну, условно ее можно назвать трендсеттинг. Да? Есть большое количество практик, которые создают коллеги и рядом, и в стране в целом, да, и за рубежом в том числе. Ну и, конечно, важно их отслеживать и впитывать в себя максимально, и пробовать, да, пробовать самые разные способы. Спасибо. Сейчас еще да, я еще хотела добавить, об этом немного сказали, вот расширить. Вообще можно свой цифровой продукт даже не создавать, да, а сотрудничать с банками. У нас очень открыто идет на сотрудничество Алмаз-Эргейн-банк. У них есть раздел благотворительность в приложении, да, куда можно попасть. Если у вас есть приложение АЭБа, откроете, там первая организация, это там буквально там попечительский совет школы такой-то там, и
так далее, так далее. И они этот список как-то ранжируют по-своему, я не знаю, ну вот фонд Харысхал там в первой, а потом дальше пролистывается. Потом можно верифицироваться в банке Тинькофф, в банке Сбербанк. Ну, для этого нужно, чтобы был сайт официальный, да, хотя бы одностраничный, и открытая отчетность ежегодная. Вот. И тогда вам ничего не нужно будет создавать, нужно будет только продвигать, пропагандировать эту историю, что в приложении вашего банка вы всегда нас можете найти. То же самое, что у нас вот в Якутии, госуслуги наши республиканские, тоже есть такая история, раздел благотворительности, можно там находить организации и им помогать. Вот. У нас пока приходы здесь небольшие, но для нас как точка роста. Ну, да. Вот. Один из инструментов. Один из хороших инструментов, который уже работает, уже разработан. АЭП, мы с ними договаривались на максимальное информирование об этой истории. Вот у нас, когда был 27 числа День благотворителя же, да, который делал, да, вот, День рекуррентных платежей, и мы договаривались, Алмаз-Аргенбанк делал прямо, да, день подписок, и они прям информировали всех своих через mail-маркетинг о том, что есть такая возможность. Вот. У нас несколько плюсов подписок появилось, тоже классно. И еще один момент, я что-то почему-то об этом не рассказала, про партнерство с крупными компаниями, организациями. Компания «Алроса», наша самая, одна из крупнейших в республике, из социально ориентированных, я имею в виду, да, те, которые и отчисления, и бюджетные, и налоговые, и неналоговые, очень крупные. И мы с ними пошли по схеме партнерства. Мы им предложили наши услуги в зоне нахождения компании. То есть в Мирнинском районе приезжают наши специалисты, и нам платит уже не правительство республики, да, а компания за вот эти услуги. И вот в этом году мы таким образом заработали. Мы это считаем прям заработали своим трудом. Тоже как механизм очень хороший. Но компания «Алроса» проводит конкурс ежеквартально, комиссионно. Он у них не открытый, как мы привыкли там где-то на сайтах, да, то есть это письмо, это очень подробные сметы, потом переделывание смет в следующем квартале, потом переделывание. Вот мы только через 3 квартала смогли вот эту помощь добиться. Вот. Но как механизм в пределах 1 000 000 рублей это возможно на самом деле. Да, пока вам несут микрофон, еще скажу про один инструмент. Ну, не инструмент, он так называется ко-брендинг. Это когда некоммерческие организации, у которой очень много партнеров, очень много доверия, очень много желания помочь друзей, да, обращаются в местные организации, ну, не обязательно там «Сок добрый» не в местную организацию обращался, ну, по своему, да, территориальному принципу. Unilever, да, организация у них, «Сок добрый». Unilever, производитель. Вот. Вы обращаетесь к любому производителю, с кем у вас теплый контакт, с кем это возможно, и предлагаете сделать один продукт или линейку продуктов. Ну, там, как договоритесь, значит, благотворительную с надбавкой 1 рубль, 2, 3, 5, сколько там, да, позволено. Например, процент или фиссированное, или, ну, какие посчитаете нужным договоренности. И, соответственно, все. Это, вот, наверное, в бизнесе называется пассивные продажи, да, пассивный доход, когда один раз разработав макет совместной упаковки, например, вообще принимал ли участие в этом фонд, да, бывает, что организации это полностью берут на себя, но при этом либо какое-то время, либо все время фонд получает отчисления от продажи этих товаров или услуг. Что сказать хотели? Печенье, да, у нас мишки Харысхал. Ну вот, например, да, тоже хорошая история. Если вдруг она вам как-то близка, то с этого тоже можно начать. Ага. Еще раз добрый день. Добрый. Благотворительный фонд Харысхал нас поддерживает. Мы знаем все, единственный фонд такой, который реально делает дела. Но я хотела все-таки, почему мы, НКО, находящиеся в республике Саха-Якутия, да, где плотность населения очень низкая, всегда пытаемся собирать какие-то пожертвования, сборы только в нашем регионе. Я почему-то хочу выйти и на Москву, и на Московскую область, да. Почему бы нашему фонду Харысхал, который вот как фонд имеет
такое, да, статью собирать благотворительность, а не выйти бы вот на всю Россию? Насколько шансы есть? Вот. Я, например, мы работаем с детьми с нарушением слуха. Мы создали, да, Волнст, предприятие, НКО в Москве, чтобы как-то нашу проблему озвучивать по всей России. Но у меня же цель все-таки тоже и чтобы помогали и республики Саха, например, через учредительство. Вот поэтому хочется вот советы какие-то от вас, от экспертов, как выйти на всю Россию. Да, смотрите, может быть, я начну, потому что такая была старая проблема. Старая проблема была, когда только начинались вообще, в принципе, фандрайзинговые нормальные кампании в России. Проблема была в том, что в основном Москва до Питера жертвовали, в том числе на региональные фонды, да, а местные не жертвовали. И как раз было большим челленджем, да, вот расшевелить местные сообщества, научить находить локальную поддержку. Это больше влияет на устойчивость, чем сбор пожертвований за рубежом или даже в Москве, как мне кажется. Но это не значит, что нельзя там собирать, конечно же, потому что люди везде одинаковые, просто локальная принадлежность, особенно в адресной помощи, она очень важна для мотивации людей часто, да, обращаются либо к своим людям, которые здесь рядом живут, либо к диаспорам, которые, да, могут быть по всему миру. Это сильно прибавляет мотивации, значит, повышает конверсию и, соответственно, эффективность ваших усилий по привлечению средств. Поэтому так в основном люди ориентируются. Но ограничиваться этим совершенно не обязательно. Более того, то, что у нас есть инструменты цифровые, да, все пожертвования производятся онлайн, это обстоятельство открывает вам все границы. Просто, если вы идете там на аудиторию, условно, Москвы, не знаю, чего угодно, или всей России, нужно найти те сообщения, которые отзовутся, соответственно, москвичам и всем россиянам. Что-то такое вы делаете, либо для их региона, либо вообще для всего сектора, там, для всей проблемы, с которой вы работаете, что привлечет людей, вне зависимости от их местоположения. Адресная помощь проще, да, вот, локально собирать. А вот какие-то проекты более такие вот серьезные, которые влияют прямо на решение проблемы, можно вполне себе адресовать и всем остальным. Главное, чтобы люди понимали, зачем им это делать. Да, вот, и чувствовали, действительно могли пощупать результат своих усилий, результат пожертвований. Очень часто, например, там вполне заходят какие-то сборы, потом в Москве они тоже лучше, мне кажется, идут, чем в регионах, на там, сохранение каких-то памятников культурного наследия. В регионах меньше ценят люди свои собственные памятники, а в Москве, может быть, потому что это такой там город, куда, собственно, все съехались, да, со всех регионов, а люди там, находясь на расстоянии от своей малой родины, как-то вот это воспринимают лучше, да, и вкладываются в то, чтобы сохранить то, что у нас есть в стране. Есть какие-то другие там свои сферы, которые немножко, может, по-другому работают, но главный принцип в этом. Да, вот адресность и локальная принадлежность очень сильно влияет на мотивацию, поэтому собираем здесь. Если хотим собирать за пределами, то ищем какие-то мотивирующие для всех, да, послания, сообщения и результаты. Да, в данном случае предлагаю инструмент фонд «Нужна помощь», пользуясь случаем, потому что все же фонд всероссийский, и с учетом того, что они очень хорошо ведут вот эту рассылочную свою кампанию, письма формируют классные, поэтому предлагаю там авторизоваться, мы можем помочь и использовать. Ну и мы как фонд, вы поняли это, да, мы смотрим иные источники, помимо республиканских, для того, чтобы вам, нашим сообществам здесь в республике оставалось, да, в грантах Илдархана, например, местных мы не участвуем, в местных грантах городских мы не участвуем, но и стараемся помочь вам, чтобы вы заходили, да, вот. И предлагаю вот эти совместные сборы, как мы сделали с ДЦП-сообществом, да, когда собирает фонд, но на цели, например, ваши. То есть вот этот механизм, его можно использовать просто потому, что у фонда с учетом вот этой вот открытости, прозрачности и объемов, как будто бы крупные компании, с большим доверием, что ли, относятся, говорят, давайте, да. Ну и Харасхал — это такой бренд. Коллеги, да, его формировали много-много лет, и поэтому оно так, вот так работает.
Ну, потому что это уже привычный путь. Да, это привычный путь, точно, это привычный Это уже путь. привычный, отработанный, да, нормальный, да. А кто это тут новенький, спрашивают, да, это точно. Микрофончик? Меня зовут Нарьяна Гаврилева. Мы представляем ресурсный центр социальных технологий Якутии. И мы больше, конечно, реализуемся в сфере кадровой работы, обучения НКО, предоставления поддержки в виде помещений для летней работы и в сфере медийной поддержки, соединения, такое вот направление у нас привлечение блогеров и медиа для того, чтобы они помогали освещать проекты НКО. То есть вот эти две целевые аудитории, и было, несколько успешных кейсов. Вот я бы хотела здесь добавить вот к вопросу, почему вот по России, вопрос прозвучал. Был такой момент, когда действительно, вот я на своем опыте ощутила, в 2021 году, когда у нас были страшные пожары, и у нас образовался общественный штаб поддержки, именно общественный, когда все здесь, и волонтерили, все приносили. Действительно, это было настоящее бедствие природное. И так получилось, что я, поскольку, в то время сейчас запрещенной сети Facebook, ввела страницу сообщества Якутии, и так получилось, что именно на эту страницу начали заходить очень много известных журналистов, фондов российских, которые конкретно меня спрашивали, чем вам помочь. И, собственно, там очень быстро у нас был создан оперативный медиаштаб, и очень, мы организовали серию интервью в «Известиях», про «Мире» и так далее. То есть это буквально в течение 1 недели. И как оказалось хорошо, когда у тебя есть подготовленная команда, люди, ты уже понимаешь, и в период таких каких-то стихийных бедствий это действительно очень сработало. Но то, что действительно, что касается обычной такой, не ЧС деятельности, то здесь другой подход. То есть две есть разницы. Вот это просто мой комментарий. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Артем Науменко, благотворительный фонд «Мы вместе». И наш фонд относительно молодой, небольшой. Мы работаем здесь регионально, но при этом мы уже взяли 2 гранта фонда президентских грантов, реализуемых в территории города Якутска. И помимо этого у нас насчет фандрайзинга вопрос. У нас по городу стоят ящики благотворительные. Но, я так понимаю, сейчас фандрайзинг переходит на другой уровень, на уже цифровизацию, эти все QR-кода и все остальное. Но все-таки остается актуальным, стоит ли нам оставлять ящики, где они стоят, или это уже переходить больше на цифровизацию по поводу фандрайзинга? На какой путь нам все-таки двигаться? Потому как, сами понимаете, эти все выемки, это все достаточно энергозатратно, очень много занимает времени, и я так понимаю, что если перейти на другой уровень, то это будет более большие пожертвования, на которые можно будет сильнее реализовывать наши проекты. Хотел от вас совет. Оставлять там ящики или переходить, или оставить и переходить в том числе? Да, если коротко, то ящики хороши на больших мероприятиях, которые именно вы и организовываете. Это если коротко. Они хороши, потому что если они у вас есть, так ящик сейчас стоит, не помню, порядка 2000, поправляйте меня. 1520 самый был недорогой ящик с замочками, плюс его оформить, плюс его опечатать, плюс всех их на личном транспорте привезти, по каждому договор-акт, и плюс вас еще могут обвинить в мошенничестве, потому что не все разбираются. Услышали люди 3-5 лет назад про то, что все, кто в ящике собирают, это все мошенники. А речь-то про другое шла, про то, что надо сверить данные, посмотреть и так далее. Если коротко еще раз, ящики хороши на мероприятиях, когда ваше мероприятие или городское, или какое-то еще, где вы договорились, вас пустили, и вы именно с ящиками ходите, это да. А когда они просто статично стоят в магазине, договоритесь, поставьте стойку с QR-кодом.
Да, я еще добавлю, Да, скажем так, из продуктового опыта немножко отвлечен, но он работает везде. На самом деле оставлять, ну, во-первых, можно играть на опережение, да, то, что я говорил, трендсеттинг, и пробовать что-то новое постоянно, но мы пробуем с помощью тестирования все. На самом деле правильно оставлять то, что работает. Если ящики работают, значит, их нужно оставлять. Если они не работают, значит, нужно от них отказываться и не бояться этого делать. Это касается всех остальных способов, каналов привлечения денег. Они для разных аудиторий, разных территорий, разных типов вашего фандрайзинговой активности. Можно через ивенты, можно через блогеров, можно, в общем, по-разному проявлять эту активность. В зависимости от массы факторов разные каналы лучше работают. И в том числе в зависимости от того, к чему склонна команда, что она умеет. Этих факторов много, поэтому оставляйте то, что работает, отправляйте в утиль то, что не работает. Все просто. Ну, если говорить про ящики, хорошо бы оставлять то, что работает, но чтобы их попробовать, работает ли, нужно затратиться, да, то есть это... Ну, вот, например, у меня 60 там ящиков есть, мы ими пользуемся несколько раз в год, но если бы мы их покупали одномоментно, 60 там условно по 2000, это 120, где взять? Но теперь из-за того, что у меня есть 60 ящиков, ко мне тонкой очередью выстроены другие НКО города, берут, аккуратно пользуются, бережно, как своими. Некоторые даже предлагают, давайте мы возьмем 30, и один, любой, рандомно, будет как бы пожертвованием в ваш фонд. Ну, то есть какие-то такие истории. Ну, мы не берем. Ну, то есть коллеги берут и просто возвращают в хорошем состоянии, ну, нормально. Можно я присоединюсь? Не смогла сегодня подключиться, должна была Ольга Николаевна Занкова, депутат Государственной Думы. Она бы рассказала про то, что государство делает в направлении цифровизации именно для НКО, а именно то, что скоро мы сможем пользоваться облаком данных, НКО смогут пользоваться, то, что будет конструктор, госвеб-конструктор, да, который позволит тем НКО, у которых нет сайта, его создать, и он будет уже наполняться теми блоками, то есть конструктор. Вы сможете выбрать те блоки, которые необходимы именно для вашего. Открытость, прозрачность берем, там сразу же загрузите файл, ну, я условно. Ну, прямо скоро. Ну, я не могу, видите, за нее говорить, да. Насколько я знаю, это прям очень быстро. Это уже очень ближайшее будущее. Да. Можно я добавлю Да. и расскажу более подробно о нашем кейсе, так как мы относительно, скажем так, молодой фонд, и мы начали работать с категорией «кому плохо», «дети». То есть мы взяли такую обширную категорию, всю прослойку тех, кто сталкивается с проблемами, но при этом у нас была профильная проблема с инсультом, потому что один из учредителей и руководитель нашего фонда является именно специалистом в этой области. И вот когда мы пробами и ошибками шли несколько лет, мы вроде бы не то чтобы распылялись, мы помогали этим людям, все было хорошо, у нас было очень много адресной помощи, но когда мы именно вошли в профильную историю, и вот эта вот прозрачность действительно стала открытой с точки зрения, что, ну вот есть команда специалистов, они работают и занимаются своим делом только уже в сфере, ну скажем так, не бюджетной истории, а вот именно некоммерческой, стало, наверное, с точки зрения даже государства и власти уровень доверия открылся, и вот мы вошли в том году в топ-100 фонда президентских грантов. И вот скажем так, что несмотря на то, что мы вот такие даже маленькие, но так как у нас история специалистов была достаточно обширная, вот на этом бренде, скажем так, вот даже я посоветую своим коллегам, то есть если вы в чем-то профильные, в чем-то классные, заявляйте о себе, потому что мы очень хорошо ладим и со СМИ, и вот скажем так, что история личного бренда, история специалистов и именно история работы со средствами массовой информации, даже несмотря на то, что у нас полностью, скажем так, финансирование за счет субсидий и грантов, сейчас мы хотим перейти именно, не только это направление развивать, а еще наши остальные направления, потому что действительно есть и ресурс у нас, и возможности, и желание, скажем так. И поэтому вот я топлю больше за то, что именно этот личный бренд может оказаться в какой-то момент вашей такой ключевой значимостью именно для других НКО. Вот у нас так получилось. Здорово, очень здорово. И топ-100 фонда президентских грантов — это очень достойно. Вы были в Сколково уже? Да.
Ну, как вам? Фонд президентских грантов заботится Ну, я вот был о профессионализации. в том году в ноябре, нас там собирали после ковидных дел, нас там было 200 человек, за 2 года они Да. собрали. Было очень круто, конечно. Те спикеры, которые выступали, уровень просто зашкаливает. Ну, можете посмотреть, в Сколково, в принципе, все курсы открыты, там от 1 миллиона и выше. Ну и посмотреть содержание, конечно, редко в каком вузе, там какая-то доля даже, да, есть похоже. Вот, поэтому достойно, поздравляю, молодцы. Ну и про личный бренд тоже хочу отозваться, может, Матвей тоже скажет. В последнее время, вот особенно последний год нам показал с вами, да, как личный бренд может очень здорово прокачать тебя и твою организацию, твое дело, и точно так же может утянуть туда, куда ушел личный бренд. Поэтому в этом случае надо относиться тогда не только к имиджу организации очень внимательно, но еще и к личному бренду. То есть это нельзя вообще ничего, ну вы понимаете, да, потому что к конкретной персоне, к человеку, в принципе, намного больше требований с точки зрения, да, всего. Поведения, образа жизни и всего-всего-всего остального. Поэтому это такой вопрос, но здорово, когда он работает в плюс, очень здорово. Спасибо. Да, я присоединюсь, что действительно вопрос сложный. Мы за последний год увидели несколько выходов учредителей из своих фондов только для того, чтобы сохранить фонды, потому что, да, вот они уже их личный бренд начал бы работать против их организации, поэтому они просто выходили. Это не единичный случай, их много. В наше такое турбулентное время это может произойти в любой момент, поэтому действительно правильно вы говорите, что личная история, личный бренд – один из инструментов возможных не только фандрайзинга, но и работы с партнерами, с донорами, но он, как я уже говорил, не должен быть единственным, иначе этот актив может... И, наверное, поаплодируем друг другу. Очень содержательная беседа, очень мне понравилось.